Самат Хаштубекович, есть вопросы у вас? Спасибо. Только национальный. Мы считаем вас как патриотом страны, правозащитной страны. Скажите, я хочу от вас слышать, что практика другой страны, и, например, США, как там практикуется цензура, Вы информационная знаете, безопасность? вот все-таки вот очень много чиновников, которые приходят после революции, они очень слабо знают как Конституцию, так и права и свободы человека. Я думаю, настало время, господин председатель, господа члены Конституционного суда, говорить об образовательном аспекте, как граждан, так и чиновников, которые приходят во власть. Для меня США это второстепенное было. Почему? Потому что я родилась на Иссык-Куле, жила с крымскими татарами, жила с корейцами, которые были изгнаны, жила история Тайта, который был репрессирован в Кочкорке, и который представляет Урук-Кытай, который перебегал границу и привозил бабушки моей от родственников шелка и так далее. Я помню эти годы. Поэтому вот эти запреты, цензура, они оторвали не только наше сознание, они оторвали нас от корней. От корней. И говорить, ой, морки США, она НПО сектор. Я горжусь тем, что я создала независимую организацию и основателем НПО сектора, где есть независимые люди, творческие, которые не зашорены, которые очень уважают Конституцию, они законопослушны. И если даже нас задерживали, и мы сидели в тюрьмах, мы там пели гимн Кыргызстана и говорили о том, что мы гордимся своим Кыргызстаном, потому что мы пережили ту историю, которая очень еще должна читаться и чтиться теми же чиновниками, которые приходят во власти. Но я была в США. Там ограничения есть, там цензура есть, но все там установлено законом. По предмету нашему. Ну, по предмету, вот он меня затронул своим вопросом, поэтому я очень извиняюсь и говорю о том, что на ответ, что политика и опыт США, там суд – это последняя инстанция. Это вера, надежда, это справедливость. Поэтому я тоже вот пришла сегодня в суд, зная, что это новый конституционный суд, это вдохновение, это после всех тех революций и так далее. Да? И мы входим в новый этап развития нашей страны. Поэтому там есть ограничения, но они целесообразны, они понятны каждому гражданину. И если они не подчиняются этим правилам, их можно даже расстрелять на улице, если они подчиняются правоохранительным органам, если они нарушают закон и так далее. Об этом идет речь. А у нас есть цензура, которая продолжение той тоталитарной системы, которая губит людей. Понимаете? Нормальных людей. Поэтому речь идет о том, что здесь надо различать как системы, правовые демократические государства, в которые входит Кыргызстан, и тоталитарные, как Северная Корея и другие. Спасибо. Есть вопрос? Нет. Вопросы есть? Да. У меня к вам вопрос. Туликан Асаналиевна, вот опять же, то, о чем вы говорите, вы в большей части говорите о проблемах правоприменения. Да? Вот в связи с этим у меня к вам вопрос, да, вот давайте как бы, ну, не акцентируя, какую терминологию применил законодатель, именно в 6 статье по содержанию, да, с чем вы не согласны? С чем вы не согласны, что такая информация, которая указана в 6 статье, все-таки в отношении этих статей должны быть какие-то ограничения? В 6 статье. Ведь да. в данном случае, Да. я еще раз хочу просто вам пояснить, что вы оспариваете в данном случае 6 статью, да? Во-первых, статью, которая отсылает на 6 статью, да? И 6 статью вот, рассматриваемого сегодня закона, да? Вот именно с чем вы не согласны? Или конкретно с каким механизмом правовым, который там прописан, вы с чем вы не согласны? Уважаемый председатель, вот как вы видите, что мы пережили очень много лет вот такого дискриминационного психологического давления со стороны Министерства культуры и других, значит, институтов, как Союз, департамент кинематографии и особенно Кыргызтасмасы. Здесь речь идет о том, что
как я уже отметила, Конституция не дает права кому-либо приватизировать какие-то, значит, инструменты давления на граждан и нарушать права и свободы человека. Поэтому здесь сама 6-я статья дает повод для использования и преследования, и как бы решения без экспертных каких-то консультаций 3 человек, 3 только человека решают, да, этот фильм хороший или плохой и так далее, да. И об этом говорили адвокаты, что это невозможно, чтобы как институт Союз кинематографистов просматривал все аудио, да. То есть это невозможно одному только департаменту, где есть 3 человека работающих, да, и то там она нуждается в реформах. Это старый институт. Поэтому речь идет о том, что статья 6 нарушает статью Конституции, которая говорит, что государство служит всем гражданам. И не дается полномочий какому-либо институту или департаменту, да, использовать, значит, и нарушать нормы Конституции, используя в своих корыстных интересах. Поэтому не согласны, что это и постановление само устарело, потому что оно было старой властью, оно носит тоталитарный репрессивный характер. И статья 6, она как бы дискриминационная, и она не точно отражает дух прав и свобод человека. Почему? Потому что должны быть, как уже адвокаты сказали, регулирующие какие-то четкие нормы, информационная безопасность или еще что-то, да. То есть этого нет. Это дается репрессивный инструмент для подавления творческого потенциала людей. Оно отражается именно на активных гражданах. Если опрос мы сделали даже среди членов Союза кинематографистов, которые говорят, что это статья против творчества людей, потому что она носит семейно-клановый характер. Я поэтому вас спросил именно, какое нормативное положение, какое выражение, какое словосочетание, которое использовано в этой статье, да? Я единственное сказал, давайте немного абстрагируемся от тех понятий, которые использовал в данном случае законодатель. То есть на что, скажем, обращал внимание предыдущий выступающий, в том, что цензура запрещена, но тем не менее там использовано, скажем, такое выражение, как «за исключением из случаев». Я поэтому говорю, если не акцентировать на этом, то что по содержанию, какой механизм, который содержит, правовой механизм, который содержит эта статья, или какие понятия, которые приведены в этой части, конкретно, вот, скажем, ну, вы считаете, что вот это дает, скажем, основание для произвола, как вы сами говорите об этом? Ну, там же вот как раз говорит о том, что эта статья, что она дает Повод, вы говорите, вы сказали, он дает повод для того, чтобы потом нарушать Конституцию, злоупотреблять, заниматься коррупцией, запрещать, понимаете? Поэтому это не должно было быть, вообще не должно быть этой статьи в этом законе. Почему? Потому что ни один институт не имеет права злоупотреблять и использовать свои... Это именно для такого произвольного контроля, и она подменяет суды, и она подменяет прокуратуру, потому что без суда и следствия запрещается. То есть это не должно быть в правовом государстве. ну, Поэтому речь идет о том, ваша что... позиция понятна. Моя позиция, реформы должны быть. Это же законодатель должен устанавливать. Ваша позиция понятна. Спасибо. Присаживайтесь. Да, пожалуйста. Извините, Гюркан Диана Исмаиловна, скажите, пожалуйста, вот сейчас из вашей речи я понял, что корень зла таится в том произволе, да, который закрыл дорогу для публикации, ну, так сказать, допуска к СМИ, да, этого продукта. Вот эта комиссия, где 3 человека, она имеет рекомендательный характер для контролирующего органа, или это обязательное для вынесения какого-то запретного решения? Вот, вот этот момент можете? Благодарю вас за этот подсказать? вопрос. Я понимаю вопрос господина председателя, и поэтому я хочу сказать, что это как дополнение. Дело в том, что
это не только речь идет о фестивале или о фильмах. Это вообще идет об аудиовизуальных материалах, каких-то даже творческих видео, да. Это все дается полномочия этому департаменту, чтобы оно просматривало, понимаете? То есть это получается, что даются полномочия, и он использует слишком, как вам сказать, злоупотребляя этим положением. Почему? Потому что вот там нету, когда мы думали, может быть, действительно там есть какие-то список экспертов, да, регулирующие какие-то в соответствии с законодательством, Советом по правам человека, да, при правительстве Кыргызской Республики. Может быть, там члены какие-то, или члены института омбудсмана. Абсолютно ж никого нет же. Там один человек, этот директор, потом 2 сотрудника, и они принимают это все, и сами смотрят, и сами решают. И поэтому даже члены Союза кинематографистов говорят о том, что ну как так, вот 3 человека, человек, который даже не имел опыта создания фильма, даже кыргызского, да, он может разрешать или не, кто он такой. То есть это, как же Тазар директора? Темир Бирназаров. Он говорит, ну слушайте, бұл не деген еме? Мен фильмді қарап алып, 3 кişi чечет, болуы, болуы. Поэтому это старый механизм тоталитарной системы, и Кыргыз тасмасы еще не реформирован. Поэтому я хочу сказать и Джугорку Кенешу, и членам Конституционного суда, конечно, надо регулировать. Но регулировать не так тоталитарная система, а надо давать вдохновение, чтобы граждане были открыты, чтобы они вдохновлялись какими-то ценностями, они боялись и смотрели дома еще хуже фильмы. Понимаете? Это ж невозможно отследить. Поэтому вот эта статья 6, она дает превышение полномочий заниматься коррупцией, запретами и снижать доверие творческих людей к государственной ветви власти, особенно правительству Кыргызской Республики. Поэтому я надеюсь, что, может быть, будет рекомендация Национального совета по правам человека при Кабинете министров создать очень серьезные документы для того, чтобы охватывать как информационную безопасность, потому что мы думаем о своей молодежи, так и учитывать все основные ключевые права и свободы человека и не нарушать Конституцию. Ваша позиция ясна. Присаживайтесь. Давайте. Можно. Да, пожалуйста. Тогда из ваших слов становится понятным, что госорган идет на поводу этой комиссии. Я правильно вас понял? Он не только госорган, он создает негативное, отрицательное мнение государственной власти, как Кабинету министров. Вы сейчас говорите о департаменте Да, Кыргызтасмасы, потому что она использует же это же, вот она Кыргызтасмасы? уполномочена И же. там 3 должностных лица, Там 3 которые только работают. должностных лица, которые решают, и без никакой экспертной комиссии, без никаких документов соответствующих, которые бы давали и включали бы информационную безопасность, да. То есть это просто немыслимо. Поэтому речь еще и угрожают же. Они вводили в заблуждение министра культуры, который собрал потом и сказал. Но потом же, видите, департамент кинематографии признал и сделал выговор как сотруднику и сказал, что вы превышаете свои полномочия. И Генеральная прокуратура сейчас занимается, что как надзор за законностью, что какой-то институт превышает полномочия, используя статью 6. Наоборот, бы Кыргыз-департамент бы создал бы условия и сделал бы очень высокие стандарты, да, для того, чтобы действительно проходили фильмы, пускай смотрят, но это должно быть очень грамотно, очень легитимно и в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики. И не руководствоваться старыми постановлениями, из-за которых произошли революции. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Я хотел вопрос. Извиняюсь. Ну, понимаете, вот в ходе вашего выступления опять у меня возникли некоторые вопросы к вам. Понимаете, Толихан Александровна, вы вот позицию, я понимаю, чисто с позиции правозащитницы выступаете. Понимаете, в Конституции четко написаны разделы, где говорится не только о правах, свободах, но и об обязанностях. Да, понимаете? конечно. Есть обязанности, начиная, как вы говорите, с семейные обязанности, родительские обязанности, да, обязанности государственных органов, обязанности государства, в конце концов, понимаете? Вот в рамках этих обязанностей нельзя ли рассматривать, вот как вы считаете, вот эти обязанности накладывают на нас ответственность, рассматривать именно через призму тех других ограничений, тех как бы запретов, которые установлены Конституцией. Вот насколько вот вы жестко вот позицию держите, вот
только так или вот, в принципе, обязанности тоже должны учитываться? Как вы считаете вообще? Да, это очень ключевой вопрос, над которым сейчас и работает правительство, и гражданское общество, и Джокурку Кенеш. Я думаю, что очень такой переходный период, и мы понимаем, что в условиях новых рисков и бедствий, конфликтов, которые охватывают как Кыргызстан, так и Центральную Азию, так и на глобальном уровне, мы должны быть очень ответственными гражданами. И поэтому здесь должна быть политика государственная, разъяснять и содействовать образовательным программам. И, конечно, когда мы говорим об ограничениях, они должны быть целесообразны, они должны быть понятны. Они должны понятны, вот как Сававагла аялдарыңарды, да? То есть должны быть понятны, не бейте женщин, не смотрите вот такие фильмы и так далее. Да? Слушайте, об этом я с вами согласна, но этого ж не делается государственным органом. Они руководствуются, как кыргызтасмасы древние, да? Который там работал 100 лет уже. Он не реформирован, и он сейчас негативно влияет вообще на развитие Кыргызстана, потому что индекс демократии, прав, соблюдения международных норм и так далее падает. И тем самым идут негативные влияния на экономическое развитие. А без экономического развития как можем говорить о развитии и духовном, и нравственном общества? Если безработица, мигранты, вон 200 груз почти сколько приходит, или 150 человек за год умерло в тюрьмах. Об этом идет речь. Поэтому, наоборот, открытое должно быть правительство. Оно должно показывать нормы, которые нельзя переступать в соответствии с Конституцией. Здесь же все сказано же. И регулируют они руководствоваться в новом Кыргызстане, в новых условиях, старыми законами, статьей 6. И вот этой долбанной, извините меня, я очень извиняюсь, когда я вижу, что это было подписано Сооронбеком, Джейнбековым, ну слушайте, произошла же революция. Из-за этих вот норм, вот таких вот негативных явлений страдает общество. Оно не имеет равного доступа к культуре, к духовностям и ценностям, даже к архивам. Об этом идет речь. Поэтому должны быть реформы. Я думаю, что, уважаемые судьи, я знаю, что в соответствии со статьей Конституции, вашим полномочиям вы хорошо изучили этот формат, этот статус, этот мандат. И я очень надеюсь, что все-таки справедливое решение будет вынесено. И я очень прошу, чтобы, как говорили уже адвокаты, признать неконституционными, противоречащими части 2 статьи 10, части 1 статьи 63, частям 1 и 2 статьи 32, части 1 статьи 30, частям 1 и 2 статьи 48 Конституции Кыргызской Республики, нормативных положений абзаца 2 статьи 5, выраженные словами за исключением случаев, предусмотренных статью 6 настоящего закона, и абзаца 2 статьи 6 закона Кыргызской Республики от 2 октября 2001 года, номер 86, о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики. У вас все? Присаживайтесь.